Переписчики справились со своей работой в регионе на 100%, заявляет Росстат. Всероссийская цифровая перепись населения подошла к концу. Ингушетия получила более 1200 планшетов для переписчиков и контролеров. Кстати, они значительно облегчили работу Росстату, обеспечив возможность быстро вносить изменения. В прошлом работникам приходилось заполнять анкету с чистого листа, да и следить за передвижением переписчиков в реальном времени. Одной из главных задач было обеспечить эпидбезопасность работников. Существенную помощь оказало правительство Республики Ингушетия и Министерство здравоохранения. Отдельно хочу их поблагодарить. Они выделили 40 тысяч масок для нашего персонала. И мы закрыли по времени поставок с федерального центра, которые задерживались из-за поставщиков. Мы перекрыли, обеспечили всех средствами защиты. На сегодняшний день, по данным, которые мы имеем, у нас 3 человека только заболели ковид. Эти люди застрахованы отделением Сбербанка, где у них открыты счета. Самое главное, персональные данные не попадут в базу. Вся информация обезличена. Это для тех, кто беспокоится о конфиденциальности, напоминает Росстат. В этой переписи также стало возможным заполнить анкету дистанционно через портал госуслуг. Росстат также не застрахован от того, что некоторые могли переписать себя или быть переписаны своими родными и близкими несколько раз. Информационная система обычно отсекает очевидные совпадения благодаря элементам машинного обучения. Основная масса дублей, как заявляет Росстат, будет выявлена на этапе глубокого анализа. Это одна из приоритетных задач ведомства. Сейчас Росстат собирают и обрабатывают данные из планшетов, поэтому о цифрах говорить пока рано. Наша задача информацию качественно получить, обработать, чтобы мы в итоге получили развернутую информацию о социально-экономическом положении, по инфраструктуре, по жилью, по образованию, по возрасту, половому составу той категории населения, которая проживает у нас на территории республики на сегодняшний день по состоянию на 1 октября. Переписные работы по всей России выполняли более 260 тысяч переписчиков, а помощь оказывали 25 тысяч волонтеров. В нашем регионе из необходимых 70 добровольцев пришли 120 человек. Проделана огромная работа, заявляет Росстат. Больше 900 переписчиков в Ингушетии ежедневно с утра до вечера обходили частные многоквартирные дома и различные организации. Я хочу отдельно поблагодарить и сотрудников МВД, и Росгвардии, которые обеспечивали именно безопасность персонала, оперативно реагировали. И более того, они буквально в оперативном режиме беспокоили, звонили, спрашивали, есть ли какие-то проблемы, что необходимо. Решали вопросы очень быстро. Отдельная благодарность у меня, конечно, и к Роспотребнадзору, к руководителю, и к сотрудникам, и к Минздраву. Также по поводу тестирования, которое проводили переписной персонал в еженедельном формате. Они проходили тестирование, обеспечили им без очереди сдачу ПЦР-тестов. Предварительные результаты обнародуют в апреле 2022 года. А официальные итоги всероссийской переписи будут известны в течение следующего года. Хава Газикова, Хасмагомед Майсигов. Новости 24.